Музей под открытым небом появился в столичном микрорайоне Старки. Здесь прошел фестиваль стрит-арта. 30 художников из Ижевска, Казани, Саратова и Москвы собрались, чтобы раскрасить серые заборы и стены домов. Теперь здесь и Мульда – объект восхищения. Анастасия Стерхова убедилась. Это не акт вандализма, это искусство. И название ему стрит-арт. Раскрашено все – заборы, стены домов, остановки. Даже береза перестала быть черно-белой. Всего более 30 работ. Этот санкционированный бунт против серого и обыкновенного устроили художники. Обитатели Старков, хоть и в легком шоке, но довольны. Приехали художники, так неожиданно было интересно. Мы ходим, рассматриваем. Еще не были в той стороне, говорят, там тоже что-то нарисовали. Ходили как на экскурсию с подружками, с ребятами. Вот, интересно, очень приятно. Не оставили без внимания и эту старую башню. Художница Татьяна Зыкова долго подбирала объект и только увидела башню, как тут же пришел образ будущей работы. На воплощение художественного замысла ушли 3 суток, килограммы краски и даже пришлось пожертвовать шторы из квартиры. В итоге получилось небо внизу. Ну, как говорят, у тебя башня улетела. Вот, так и здесь. Моя башня улетела. Вот, и здесь вот именно есть и концепт, какая-то концептуальность в этом есть. И есть поэтичность, потому что башня, ну, то есть это что-то сказочное. Это окно, вот окно еще там появилось, да, то есть оно как-то сразу появилось. То есть башня, в которой заточена принцесса. Художникам разрешили преобразить и остановки общественного транспорта. Автор этой работы Оксана Прибыльщикова. Ее главная идея – место ожидания автобуса должно дарить позитив. Хотелось вписать в пространство какую-то энергию, чтобы эта энергия жила, чтобы народ удивлялся и народу было интересно, что происходит, что жизнь происходит на этой остановке. Художественный руководитель проекта сожалеет, что пока городские власти их полет фантазий ограничили площадью одного микрорайона Ижевска. Но уверен, после фестиваля стрит-арт получит прописку и в центральной части города. Стрит-арт несет несколько функций. Первая функция – это зрелищность. Вторая функция – это преобразование архитектуры в более теплую среду. И третья, может быть, самая главная функция – это воспитательная функция. Есть работы, в которых заложены глубокие философские смыслы, смотря на которые человек учится думать, учится воспринимать. Анастасия Стерхова, Алексей Крылов, Вести, Удмуртия.